В прямом эфире «Чеченские вести» я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится пятница, 26 сентября? Секреты здоровья. Я желаю нам всем плодотворной работы за эти 2 дня. Актуальные проблемы организации нефрологической службы обсуждали в Грозном. Качественные дороги. Последний этап работы – это разметка, дорожные знаки, а также современные остановочные пункты с оборудованными тротуарами. Вдоль дороги уже установлены 2 адаптивных светофора с кнопкой вызова для пешеходов. Процесс строительства транспортной инфраструктуры в репортаже Медины Мударовой. Искусство без границ. Сцена была поставлена впервые, можно сказать, и дополненная стихами и отрывками из дневников самого автора. Башкирский театр привез в Грозный спектакль «Черные воды». По воле Аллаха в эту благословенную пятницу мусульмане совершили рузбу. Рамзан Кадыров вместе с соратниками прочитал джума намаз в мечети имени Хамзата, любимого дяди посланника. В своей проповеди имам Адам Шахидов напомнил о важности утренних и вечерних аскаров, а также молитв, произносимых при выходе из дома. Эти несложные дуа являются защитой для мусульманина и укрепляют его упование на Создателя. Особое внимание имам также уделил терпению. В благородном Коране сказано, что Аллах пребывает с теми, кто проявляет стойкость в испытаниях. Через терпение раскрывается истинная сила мусульманина, поскольку именно оно помогает преодолевать невзгоды и сохранять твердость веры и достигать умиротворения. Noga ääriveltuen yöskildostol gillakan vai oilici hudetie elci soborduk. Soborç oh yöstuk ärah. Hadakhada masumettah. دال قرآن شهبوه ويق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين هاي ديلي إيمان دل النخ الله ديلي غلغلش صبرتي لامسي Otsulç o dostlar lamaz duy sul halak daqnaq Allah dal sabır hund elçi dal mütakhila sabır diz dal haram din çok haydiyarlarda sabır diz sabre bol çerçi Allah dal şa çert hanu bo çern godiyaş çaraq ihyeten beş üştoloş vezisi lawaş walç Allah dal del yaçan gillaqaş kahnis dolwe alayhi salatu vesselam ve husmi çudoq zaman çua et tuqoq halqa baquşa hay husmi assalamu alaykum Allah salam maşallah xatuşa bismillahi walajna Allah del çerça çuhdoliwe ve alallahi tawakkalna Allah dal ibuh billiwe يلشان صلوات دلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ألا خلهم دات إذا دوتهم دو إذا وأمشيت دوق بركة شما دوق إذا قيت بخل وجه الله دال دائما شاحيق ورلويل وينه دال يلشان غلة قشتاني ويداخر خزاء دويلة دنيا نح آخر تح دال يلشان شفاعة صادق دويل وي. Раздача продовольствия охватила нуждающиеся семьи по всей республике. В рамках акции регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова роздано 45 тысяч кур, 9 тысяч буханок хлеба, 3 тысячи банок меда и 6 тысяч упаковок молока. Благотворительная миссия выполнена полностью, продуктовые пакеты доставили в каждый дом. Получатели поблагодарили президента фонда Аймани Несиевну и главу Рамзана Кадырову за заботу и внимание. Del قوبل سايويل تنسيقة شويزن دير وقم دير دوخ ودوخ del سايويل ياش ده كان شو ريايت انجا del سايويل الله del قوبل سا دويلر سا بيزن ديل كيوق إرسو يقشيات تون تونج أو غلقة كل del قوبل سا دويل del شيبيا دويل بيزن ديل. Подходы к патогенетической терапии, коррекцию анемического синдрома и практику лечения гиперфосфатемии обсуждали в Грозном ведущие специалисты СКФО. Совещание по актуальным проблемам организации нефрологической службы собрало кардиологов, терапевтов, эндокринологов. О том, как трансформируется борьба за здоровье почек, в репортаже Магомеда Азиева.
В актовом зале Республиканской клинической больницы имени Ахмата Хаджи Кадырова проходит важное событие, организованное Министерством здравоохранения Чеченской Республики к 130-летию выдающегося ученого Евгения Тареева. В рамках совещания были обсуждены актуальные проблемы организации нефрологической службы, а также проведен познавательный курс, на котором разбирали новые методы лечения и профилактики для больных. Вне сомнения, конференция приносит большую пользу для специализации наших специалистов. Это позволяет не выезжать врачам за пределы республики, получить повышение квалификации, узнать последние новости в сфере нефрологии и гемодиализной службы, позволяет также выйти на новый уровень, как практический и теоретический. И подобные конференции показывают, что гости наши едут в республику с превеликим удовольствием. Присутствуют однозначно врачи нашего гемодиализного центра, врачи нефрологической службы, как и стационарного, так и поликлиники, и приглашенные гости из соседних республик. Сама по себе нефрология – это раздел медицины, который занимается непосредственно изучением структуры и функции почек, их болезнями, а также терапевтическими методами. В обязанности врача, специализирующегося в этом направлении, входит нехирургическое лечение, также наблюдение за пациентами, перенесших операцию, или тех, кто на диализе. На сегодняшний день у нас 9 таких диализных центров. Все эти центры обеспечивают больных заместительной почечной терапией. Все больные, нуждающиеся в заместительной почечной терапии, у нас в республике обеспечены данным видом терапии. Болезнь она распространенная, она охватывает до 15%, 15-16% всего населения земного шара. И, соответственно, патология это у нас в республике есть. Такой распространенностью этой патологии сейчас проводится огромная работа нефрологических, скажем, обществах, нефрологических ассоциациях, главными специалистами Минздрава Российской Федерации, субъектов Российской Федерации для развития нефрологической службы, для оказания квалифицированной специализированной медицинской помощи. Главными причинами почечной недостаточности чаще всего являются последствия проблем в организме, из которых болезни перетекают в более сильную стадию, от которой страдают почки или же сердце, в зависимости от человека и его здоровья. 3 основные причины – это популяционные болезни, которым, собственно, нефрологи не занимаются. Это диабет на первом месте, это ожирение, это гипертония, это пожилой возраст, мочекаменная болезнь, масса ситуаций, связанных с злоупотреблением лекарствами и так далее, и так далее. Да? Но все это совместно с почками выстраивается в один порочный круг и приводит к 2 направлениям. Или к прогрессирующей сердечно-сосудистой болезни, да, приводящей к инсультам, инфарктам сердечной недостаточности, или реже к почечной недостаточности, потому что больные с ХБП не доживают до заместительной почечной терапии. Проведение мероприятий такого рода необходимо для всех регионов страны. Развитие медицинской сферы и улучшение компетентности врачей способствует тому, что больше людей смогут сохранить свое здоровье, не доводя проблему до конечного результата. Магомед Азиев, Магомед Басаев, Сайд Эмин Ампукаев. Вести, Чеченская Республика. В Министерстве по национальной политике, внешним связям, печати и информации состоялось заседание Общественно-консультативного совета по межнациональным отношениям при главе Чеченской Республики. Мероприятие прошло под руководством заместителя министра Джабраила Абдуллагапова. В нем приняли участие представители национально-культурных объединений. На повестку дня были вынесены 2 ключевых вопроса: оценка состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в регионе, а также актуальные вопросы защиты родного языка в контексте подписания указа президента об утверждении основ государственной языковой политики России. Чеченская Республика – это многонациональный и поликонфессиональный регион, где проживает более 88 национальностей. Несмотря на этнические и конфессиональное многообразие, регион остается одним из наиболее спокойных субъектов Российской Федерации, что подтверждает отсутствием за последние 20 лет конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве. Вопрос межнациональных и межконфессиональных отношений имеет приоритетный вектор внимания главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова, который нацеливает всю команду, основанной первым президентом Чеченской Республики, Героя России Ахматом Хаджи Кадыровым, для достижения ключевого результата сохранения мира и стабильности.
О мужестве, силе веры, истинном смысле бытия и способности человека побороть предрассудки. Эти вечные вопросы раскрыли на грозненской сцене актеры Башкирского национального молодежного театра имени Мустая Карима в постановке «Черные воды». Спектакль погрузил публику в драму героев, показав их ожесточенную борьбу не только со внешними обстоятельствами, но и с собственными демонами, страхами, потерей надежды и разбитыми мечтами. О трагедии человеческих судеб. Репортаж Медины Мударовой. История о всепоглощающей любви, смелости и боли от потери возлюбленного. Башкирский спектакль «Черные воды» вдохновлен творчеством великого поэта Мустая Карима. Его премьера состоялась еще в 2024 году. В центре истории молодая любящая пара. Смелый джигит Якуб и его невеста. Их отношения – это некий светлый островок в жестоком мире, где бушует зло. Счастье молодоженов длилось недолго. Их светлый мир вдруг потрясает суровая реальность – война. Именно этот момент стал началом тяжелого испытания любящих сердец. Когда Якуб уходит на фронт, любимые обмениваются письмами. Известие о его гибели перечеркивает все мечты и надежды девушки на счастливое будущее. Главную мужскую роль исполнил актер Национального молодежного театра Республики Башкортостан Денислам Сафин. Признается, вдохновлен своим героем Якубом. В нем отражены лучшие человеческие качества. Якуб – уникальный персонаж для меня. Человек, который не приветствует, не принимает насилие ни в коем случае. То есть война, насилие – это не про него. Он человек воздуха, человек космоса, который любит природу, жизнь, свою возлюбленную, хочет создать семью. То есть очень положительный персонаж. Я с большой благодарностью исполняю эту роль, играю каждый раз, пытаюсь проживать. Для того, чтобы передать чувства Якуба, его молодой жены, режиссер обратился не только к самой поэме, но и к другим произведениям башкирского классика. Национальный молодежный театр Республики Башкортостан имени Мустая Карима впервые участвует во Всероссийском фестивале национальных театров «Федерация». На сцену было поставлено впервые, можно сказать, и дополненное стихами и отрывками из дневников самого автора. Вот режиссер сумел это как-то сделать, соединить в один сценарий. Зрители по достоинству оценили постановку. Спектакль оставил глубокий след в сердцах зрителей, продемонстрировав, что даже в самые тяжелые времена любовь остается силой, способной преодолеть любые преграды, даже несмотря на смерть. Закрытие фестиваля «Федерация» уже в это воскресенье. До этого времени у гостей и жителей региона будет возможность посетить новые и уже полюбившиеся постановки и культурные события. Медина Мударова, Алисхан Кацулов, Вести, Чеченская Республика. Строительство 10-километрового участка объездной дороги в обход села Сержень-Юрт выходит на финальную стадию. Данный инфраструктурный объект реализуется в рамках государственной программы развития дорожной отрасли Чеченской Республики. Возведение данного участка является частью масштабной работы по модернизации дорожной отрасли региона. Работа здесь кипит еще с 2023 года. Протяженность новой объездной дороги селения Сержень-Юрт почти 9 километров. На данный момент идет укладка верхнего слоя дорожного покрытия. Толщина асфальта составляет 22 сантиметра. Важным аспектом является качество проложенной трассы. Для того, чтобы она соответствовала всем стандартам и нормативным требованиям, привлечено 18 человек и 10 единиц спецтехники. Достаточно рабочая сила. В принципе, сейчас много не требуется. Водители работают. Остальное у нас вот сейчас занимаются ребята, в принципе, уборкой территории. Объездная дорога значительно разгрузит транспортный поток на трассе через село. Ежедневно по этому маршруту следуют многочисленные туристы и местные жители. А загруженность создавала проблемы всем. Путь в Веденский район через Сержень-Юрт всегда завораживал своей красотой. Но теперь вместе с новой дорогой открываются и новые виды на горные пейзажи. К слову, ответственный на участке Айдрус Хадатаев. На его счету уже множество масштабных, успешно завершенных проектов. Населенный пункт Сержень-Юрт, школу по существующей дороги, да. Соответственно, дети, да, из-за да, население вообще, да, само по себе населенный пункт тянется вдоль дороги. Он и так 8 километров длиной юрта.
чтобы разгрузить населенный пункт, у нас находится Виденский район, казино Ама, туристический, еще транспорт, соответственно, поток. После завершения основных этапов строительства дорога будет полностью оснащена всей необходимой инфраструктурой. Последний этап работы – это разметка, дорожные знаки, а также современные остановочные пункты с оборудованными тротуарами. Вдоль дороги уже установлены 2 адаптивных светофора с кнопкой вызова для пешеходов. Параллельно идет и устройство обочины. Тем временем в Виденском районе уже завершаются работы по строительству моста в селе Ца-Ведено через реку Ахкенчу. Работы выполняются в полном соответствии с графиком. В целях безопасности, благополучия, поворот шайок, сюда, подъем райок, шумосуавар, турист бахка, баха, бегайола, уйдиши. И уже дающих завершающий этап, и подосватичем пришло. Также к мосту предусмотрены подъездные пути, каждый по 200 метров. Трудятся на объекте 10 специалистов и 6 видов спецтехники. Ширина моста составляет почти 15 метров, протяженность 56. А рядом со строящимся находится и старое сооружение с 1973 года. Этот мост снесут в скором времени, сразу после того, как откроется движение. Крутые повороты на дороге создавали значительные проблемы для водителей. Теперь трудностей не возникнет. Сооружение соединит важные участки дорожной сети, обеспечит круглогодичное сообщение и повысит уровень транспортной доступности для жителей. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров уделяет особое внимание развитию дорожной инфраструктуры и лично следит за каждым этапом работ. объект сержанет, поручение, халиха, микшин, дикритая, он хинтар, гултуруга, цачи поворот, диалог, прямой, новый, современный, надежный мост дал. Шарик объект, потом дал Помимо улучшения дорожной инфраструктуры, новые объекты также поспособствуют развитию туризма, обеспечив удобный подъезд к главным достопримечательностям региона. Медина Мударова, Седимин Мусаев и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. В Грозном дан старт федеральному просветительскому марафону «Знания первые». Участники узнают об открытиях, технологиях и инновациях, которые укрепляют позиции России как мирового лидера в атомной сфере и служат основой национального суверенитета. О том, к какому важному событию приурочено мероприятие, расскажет моя коллега. Федеральный просветительский марафон «Знания» – первый флагманский проект общества знания и главная площадка страны для открытой дискуссии молодежи с выдающимися людьми, которые готовы делиться опытом, вдохновляя новое поколение. Мероприятие проходит на базе Грозненского государственного нефтяного технического университета. Площадка проведения, к слову, выбрана не случайно. Нефтяной университет входит в число лучших в России. Это легендарный центр подготовки высококвалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли и других стратегически важных сфер. Он вобрал в себя все технические специальности, за которыми стоит будущее, отмечает министр образования и науки Чеченской Республики. В своем приветственном слове Хожбау Дедаев подчеркнул плодотворное сотрудничество с обществом знания, выразив благодарность за выбор Грозного в качестве площадки для мероприятия. Сейчас речь идет о повышении количества тех выпускников школ, которые выбирают для сдачи, в частности, ЕГЭ, предметы естественно-научной направленности. Но куда же тогда обязательной промышленности, без этой тематики, без физики и так далее. Поэтому я пользуюсь случаем, призываю наших молодых людей, замечательных, прекрасных, и студентов среднего профессионального звена, и, конечно же, будущих выпускников общеобразовательных организаций, что мы все-таки вместе с вами постарались немножко отвлечься, отойти от модного гуманитария на специальности технической направленности. Чеченская Республика. Пространство диалога, культуры и возможностей. С такой темой выступил президент Академии наук Чеченской Республики Джамбулат Умаров. Он рассказал о важности взаимодействия различных культур в регионе для развития общества. Россия воюет всегда за правду. И когда нам говорят, что вот там стереотипы, а как же по-другому? Вот смотрите, первый стереотип
стереотипы, как медведь, балалайка, водка. Я как историк начал в этом копаться и увидел, что в середине 19 века, накануне той страшной Крымской войны 1853-56 годов, которая печально, к сожалению, для нас закончилась, вводились во всех этих газетах, во французских, да, даже в Сардинии вышла такая газета, где пьяный медведь ходил с балалайкой. Да? Так вот, эти стереотипы специально вводят вот в этой информационно-гибридной войне для того, чтобы нас обесценить, для того, чтобы лишить нас возможности ощущения того, что мы воюем и сражаемся сегодня за правое дело, что духовно сражаемся, что на полях этих битв. А зачем учиться, если есть нейросеть? Проблема утраты навыков самостоятельного мышления в эпоху доступности готовых ответов через искусственный интеллект становится все более актуальной. В таких условиях умение думать и оценивать информацию – ключевой навык для современного человека. На эту тему выступил победитель всероссийского конкурса «Учитель года России-2018» Алихан Динаев. Когда мы говорим про нейросети, один из самых актуальных вопросов и одновременно страхов, которые питают, наверное, практически все человечество, что нейросети могут заменить практически всех. Могут заменить представителей любых профессий. Я считаю, что нейросети могут заменить учителя. И более того, я уже знаю, что этот процесс начался, и что он в некотором смысле необратим. Как и в любой другой сфере. Вопрос лишь в том, какую часть учителей. Среди спикеров был и олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Хромцов. Он рассказал о своей истории успеха, подчеркнув важность упорства, дисциплины и веры в свои силы. Не надо делать в своей голове кумиров, да, и вот я хочу быть как он. Нет, всегда нужно становиться лучше того, кто перед тобой там выступает или что-то говорит. И для меня всегда было важно слушать наставления старших товарищей, которые добились успеха, и брать какие-то для себя вещи от них. Стоит отметить, что первый просветительский марафон состоялся в мае 2021 года и стал символом перезагрузки. Он охватил различные темы в разных отраслях. Всего в программу вошли 10 треков. Общим для них стало представление о России как о стране будущего, где реализуются идеи и проекты, которые формируют образ завтрашнего дня. Мы через такую призму пытаемся донести до нашей молодежи, что знание – это прежде всего это необходимость, это сила, это современные вызовы, и это необходимость, потому что интернет интернетом, но как только выключится электричество, здесь все автоматически теряется и все возвращается, как сегодня здесь Джамбат Вахидович подчеркивал, некий old school, да, то есть знакомую всем нам известную школу и механизм обучения, конечно же, с призмой воспитания донести до нашей молодежи. С приходом такого исторического феномена, как Ахмад Хаджи, Алгазбат Кобалдольца, нашего первого президента, без культуры нет нации, говорил он, помните? Это эпоха Возрождения, чеченский ренессанс в рамках российской государственности заявил о себе. И благодаря этому сегодня Чеченская республика стала очень надежной площадкой для проведения подобных мероприятий. За все время деятельности Общество знания объединило более 30 тысяч лекторов. Они провели свыше 190 тысяч лекций в 89 регионах России. Этот марафон стал одним из ключевых событий, посвященных празднованию 80-летия атомной промышленности России. Медина Мударова, Ислам Нацуров, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская республика. Всероссийский конкурс юных талантов «Синяя птица» телеканала «Россия» продолжает кастинг в новый сезон. Участников в возрасте до 17 лет из России и других стран приглашают подать заявки во всех творческих номинациях. Конкурс не имеет ограничений по жанрам. Это вокал, игра на музыкальных инструментах, хореография, актерское мастерство и оригинальный жанр. В жюри нового сезона знаменитые народные артисты России. Победители конкурса получат возможность выступить на одной сцене с известными артистами. На данный момент заявки уже поступили более чем из 70 населенных пунктов России и 7 стран. Среди претендентов есть ребята с особыми талантами. Вис на волосках, битбоксинг, шоу с огнем, игра на хрустальной арфе, а также стойка на зубах и стрельба из лука ногами. Совсем скоро узнаем, кто из претендентов будет в новом сезоне, а пока приглашаем принять участие, подав заявку на медиаплатформе «Смотрим». На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунте Вайнаха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.